Министр экономического развития Республики Исрапил Гиреев принял участие в российско-саудовском инвестиционном форуме в Эр-Рияде. Это ключевое событие прошло на полях заседания межправительственной комиссии двух стран. В рамках форума Гиреев провел встречу с директором департамента Министерства инвестиций Королевства Саудовской Аравии господином Фейсалом Баабдуллой. Обсуждалось участие саудовских партнеров в Кавказском инвестфоруме 2026, который пройдет в мае в Минеральных водах. Это отличная возможность представить наш регион крупнейшим международным инвесторам. Российскую делегацию на форуме возглавил зампред правительства Александр Новак. На форуме были затронуты самые перспективные направления для совместной работы: торговля, инвестиции, промышленность и строительство, сельское хозяйство, транспорт, туризм, что особенно актуально с введением безвизового режима с 2025 года. Ежегодно 7 декабря в России и других странах отмечается Международный день гражданской авиации, посвященный одному из наиболее востребованных видов современного транспорта. Праздник был учрежден в 1994 году в честь 50-летия подписания Международной конвенции о гражданской авиации в Чикаго. В 1996 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, признавшую Международный день гражданской авиации официальным праздником. Цель дня – информирование широкой общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов, а также об уникальной роли ИКАО, специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества. С 2026 года абитуриенты колледжей и техникумов, заключившие договор о целевом обучении, получат приоритетное право при поступлении. Об этом сообщили в Минпросвещения. Нововведение вступит в силу 1 марта 2026 года и станет дополнительным инструментом для выстраивания прямой связи между системой подготовки и запросами работодателей. Инициатива направлена на то, чтобы целевой договор стал удобным и эффективным форматом для студентов и компаний, обеспечивая трудоустройство подготовленных специалистов. Ингушский пауэрлифтер Ислам Султыгов блестяще выступил на чемпионате мира по версии WRPF, став одним из главных открытий турнира. На соревнованиях в дисциплине экстремальный подъем штанги на бицепс 17-летний атлет не только завоевал золото в весовой категории до 67,5 килограммов среди юношей с допинг-контролем, но и уверенно вошел в историю мирового пауэрлифтинга. Султыгов поднял 90,5 килограмм, результат который стал новым мировым рекордом сразу в двух возрастных группах среди юношей и в открытой категории. Тем самым молодой спортсмен из Ингушетии оформил уникальный дубль, доказав, что уже сейчас способен конкурировать со взрослыми атлетами мирового уровня. Дополнительно Ислам стал еще и серебряным призером в абсолютном зачете. Султан Плиев из Ингушетии стал победителем Кубка России по дзюдо в весовой категории до 60 килограммов. На финальном турнире сезона в Череповце он одержал 5 побед в 5 схватках. Еще одну награду для республики завоевал Сейдмагомед Угурчиев. В категории до 73 килограмм он выиграл 4 поединка из 5 и стал бронзовым призером. В этих престижных всероссийских соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов. С 13 по 16 декабря в Москве пройдет Всероссийский студенческий форум «Твой ход-2025». Это ключевое финальное событие года для российского студенчества. В мероприятии примут участие более 2500 студентов в России. В программе подведения итогов 5-го сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» и объявление имен победителей Российской национальной премии «Студент года». Организаторы и учредители форума Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Росмолодежью, Всероссийский студенческий проект «Твой ход», Российский союз молодежи и президентская платформа «Россия – страна возможностей». Форум также ищет 200 волонтеров. Ингушские хоккеисты стали победителями межрегионального турнира «Наследие Кап». Он прошел в Ессентуках. Всего участие в соревнованиях приняли 6 команд из Ставрополя, Ессентуков и Магаса. Команда «Асса» за 3 состязательных дня сыграла 5 матчей и одержала уверенную победу в каждом противостоянии с крупным счетом.